Что общего у чувашей и марийцев? Какие традиции их объединяют? Впервые на территории двух республик ученые из марийских и чувашских вузов собрались вместе и представили свои исследования на тему общности народов. Научно-практическая конференция прошла в Большом Сундыре Маргаушского района и селе Кулаково Горно-Марийского района Марел. В таком формате марийские и чувашские ученые собираются впервые. Им есть чем поделиться друг с другом. Исследований об общности культур накопилось немало. Близкое многовековое соседство отразилось на многих сферах деятельности. Например, общие черты с марийцами находят чуваши, живущие в Маргаушском районе. Но если старинную музыку послушать, здесь очень много у чувашей марийских интонаций, которые ни в Чебоксарском районе чуваши не поют, ни тем более в Батаревском и там дальше не зовут чуваши. Здешняя музыка, конечно, сохранила очень много от марийцев, но поют по-чувашски, естественно. Этим очень интересовались венгры, которые к нам приезжали, к нам вот изучали, так сказать, свои связи с Поволжьем. Вышивка чувашей Маргаушского района тоже ближе к марийской. Орнаменты у них более мелкие. Вообще уклад жизни двух народов не сильно отличается, поэтому и сходств предостаточно. Гости даже смогли найти общее в гостевой песне, которую встречали местные школьники. Очень много сходного восприятия мира, восприятия окружающего, восприятия общения, да, вот ценность общения. Ведь гостевание предполагает именно обмен, да, вот взаимный обмен впечатлениями. Изучение средневековых могильников Марелы, Чувашии, отличия древних святилищ двух народов, сходство в проведении свадебных обрядов. Темы докладов были самые разнообразные. Участие в конференции приняли ученые Чувашского института гуманитарных наук, Марийского госуниверситета, а также Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. Собрались они для того, чтобы понять, как работать дальше и в каких сферах можно объединить усилия или обмениваться научными наработками. Вот этот вот пласт, вот это взаимопроникновение, взаимовлияние, он помогает нам еще лучше понять, показать, рассказать историю любого народа, в данном случае чувашского и марийского народов, и все-таки закрыть те белые пятна, которые есть в истории. Далее конференция продолжилась в марийском селе Кулаково. Участники договорились и дальше проводить такие встречи на двух территориях. Мы сегодня считаем это добрым почином, и мы хотим еще глубже проникнуться друг в друга, наши культуры, нашу многовековую историю, и тем самым еще более сблизиться, так скажем, дальше жить, продолжать созидать. Наталья Егорова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.